Здравствуйте, вас приветствует информационная программа «Новости» в студии Саид Ахмадов. И смотрите в нашем выпуске. Выставка в национальном духе. Анди Шамилов на суд столичных зрителей представил свои лучшие работы. Нелегальные постройки. Строительство магазина «Лязин-Дух». Вначале для магазина один дом. Мы передумали. О, я счастлива. Власти республики проводят масштабные проверки земельных участков на незаконное строительство и деятельность. День криминалиста на месте происшествий. В ходе тестовой беседы свою причастность к убийству отрицал. На вопросы отвечал охотно, никаких противодействий выявлено не было. Как чеченские следователи отмечают свой профессиональный праздник. Глава Чечни посетил галерею имени Ахмата Хаджи Кадырова, где проходит выставка заслуженного художника республики Анди Шамилова. Живописец представил около 100 картин разного жанра. В полотнах художника показаны батальные сцены, исторические сюжеты, портреты известных людей. Есть также посвященные обычаям и традициям чеченского народа, однако основная тема его работ – пейзажи родного края и Северного Кавказа. Рамзан Кадыров оценил картины. Больше всего главе региона понравилась работа под названием «Нашествие». تتعلم قوس كنا شيء يقال استير حياة لجان شيوخ شوي حالي توي تطير حياة. بمعنى هم يتكعجوا بساتس. هينزا كان كريت متكات سزداتين أوبرز ويتخين عليه لين دور هم مش دي نوح شت. إيش حلبوا خلين حلبوا خلين. حلبان خلنا وقت خلنا تسير حلبانا وين حديث ده هيستوريك حديث ده. تعتبر بالله هون شخصنا جوش بس بروبلميات ولا مشتير ويجور أخر غلا لا مشكا قتالت جوش كا يباليل سا إن كل شيء تاعك جوش يو إيش لا مش بس بروبلم سهل ويشير تعتبر جابو تيجا بتكوب شل خيستي دبيت شيء بخل إذا خلا شيء سنرجعني يور خي تالوش إيش بلش بيش خلا فشت أحد استغل بو تاليلين جن أخا إتح شرح أساديش إيش أرتبل شيء دومات لعبوا إيش خل بوقت ثاني ما تخلص عنك إن أسادين ما تبلش عن إيش ذات اللي دوم ما تخلص ثاني ما تغلب بوقت. Анди Шамилов, член Союза художников России, много раз участвовал в различных мероприятиях, проводимых в республике. Также в разное время организовал несколько персональных выставок. Рамзан Кадыров поздравил автора, отметил его заслуги в развитии этого вида искусства. Здесь же глава Чечни своим указом присвоил Шамилову звание народного художника Чеченской республики. Son sirsi hawas da adilli sort daiti da da ديل دا بعد ديش سسمو دال ايربورت دايل نشينا ميال سمو داليس يو ديل اساسوس دا اتنيرس بيرو ريس الحون دينتي جلدك دو سون هينزي سينا خسخيش دو دا شاسا تشوها بوكله تشوا مدو يسوس دا سمو دال اذا ماج اتكروات ديش كده زنمنات اللي همش دويز ده اذا مش يسا كل شوي همش إيش حالات غيرت ونقع داخل سمو دول تاريخ أو. أو تخيلينهم دوان تعم خمس دلش أكون صرت دلنا صرت دايش حتى بالبش سمو دول استقبل خي سمو دول يعني دوان أعمل خو تعمل شيء أكون تقولين حيوان دوان بخو يعمل عمل عايزين دوان ديناس ديواتي ورد ديون دوان يحيوش يحيوش ديونالدوش طبعاً أول شو نوخ شو من عقله تنعاش حيوش يلدانا حواس عمل خودك باخل تحكي مخلشي هل دان خلاص دلنا صرت دايت نير على صرت دايشي الصوت أنا خلاص قلت له خل أشوي إنشان أوجي تقول دياش دوج ومشتا بشكا دياش دوج غلق كاشي هر هم دوتسندو. Региональный общественный фонд имени первого президента продолжает поддерживать жителей Сирии, пострадавших в ходе военных действий. Всем учащимся образовательных учреждений вручили комплекты спортивной одежды и игрушки, медицинские препараты, оказали также и финансовую помощь. Их раздали как школьникам, так и детсадовцам. В масштабной благотворительной акции приняли участие и представители местной власти, и офицеры воздушно-космических сил России. Напомню, в крупных городах Сирии работает около 500 добровольцев, которые помогают в проведении подобных мероприятий. Благотворительная акция продлится до конца года. Местные жители поблагодарили руководство фонда в лице Аймани Несиевны за оказанную поддержку.
Спасибо фонду Ахмата Хаджи Кадырова. Выражаю искреннюю благодарность фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова за помощь. Спасибо чеченскому народу и фонду Ахмата Хаджи Кадырова. Спикер парламента сегодня проверил ход работ по урегулированию земельных отношений сразу в 3 районах – в Курчалоевском, Гудермесском и Шалинском. Напомню, такое поручение было дано Рамзаном Кадыровым на прошедшем недавно совещании. Магомед Даудов встретился с главами администрации, начальниками РОВД и другими ответственными лицами. Спикер законодательного собрания отметил, что на данный момент удалось добиться определенных успехов в сфере незаконного приобретения земельных участков, в отношении которых сейчас проводятся процедуры присвоения статуса и документации в соответствии с законодательством. Так, в Гудермесском районе за прошедшие 2 дня данная работа осуществлена в отношении 37 участков. Кроме того, была активизирована разъяснительная деятельность среди владельцев земель. При необходимости им оказывается юридическая помощь. Соответствующая работа проводится и в Шалинском районе под личным контролем главы администрации Турпалали Ибрагимова. В ходе встречи Даудов также акцентировал внимание глав районных администраций на необходимость тщательного контроля вопроса своевременной оплаты услуг ЖКУ, поскольку от этого зависит качество оказываемых услуг. Спикер парламента отметил, что все озвученные вопросы должны быть решены в максимально сжатые сроки. Незаконные постройки на земельных участках. Власти республики проверяют объекты недвижимости. Такое поручение дал глава региона на накануне прошедшем совещании. Рамзан Кадыров потребовал обеспечить неукоснительное соблюдение земельного законодательства и немедленно устранить выявленные недочеты. Какая ситуация в отдельных районах республики, выяснял Хамзат Аюбов. В первой очереди самострои, которые законно подлежат сносу. С ними управились за пару часов, а до остальных так называемых владельцев, имеющих незаконно возведенные жилые и коммерческие объекты, ясно и четко доносится. Дела отправятся в суд, если не решить проблему с документами. Проводятся работы по сносу незаконно возведенных строений, находящихся за чертой красной линии, а также земель резервного фонда. بوق بيتشي عطيه وانا سنستي تبيش تاق بيان بوي كيان واش دو تخوك إلى دوتي خرج نشوا مدي ألشي ناقن خيرك خردوشيان أولي لا تدوش تقول تنديلا تانا ورا ناقن غوق دو إذا تام بوق بيتشي تنا تناتين وتخلي تان خيش خدع بيرش يغبر بو. Общее количество незаконных построек в Шалинском районе 209, 112 домов и около 100 коммерческих объектов. Большинство из последних только на стадии строительства. Однако, как объяснили на этой встрече, документы на тот или иной объект нужно иметь с самого начала. Это и регистрация земельного участка под коммерческий, и разрешение на его строительство. Этот вопрос должен быть решен в максимально короткие сроки, отмечает глава района. В противном случае дело дойдет до суда. Разрешение на строительство и в первую очередь суд 117 постановление Латничной республики. 103 постановление ушло ничду, тяха шег, это администрация разрешение цены стройки мигрировать категорию, но цула тях инструмент эра до лохшур, нет площади дает стройки рсан положение что духовная киген, там каждый день за долги гадек шадек объяснил диду, фундамент цены да шестана о контролирует дешу. Или незаконно иниот объекта перед прокуратурой РОВД района полный же домодейственно отвечать до каждой одно. И это еще царственно келарвировать. К разрешению сложившейся ситуации принялись во всех районах. В Урус-Мартановском к незаконным причислили свыше 200 построек, из них чуть меньше 100 в городе. Документы на этот жилой дом, как его представила Мария Цангириева, у нее есть, однако на документах... Строительство магазина лазим, да? Вначале для магазина один до. Тут он большой няш. Это мы передумали. О, я сейчас. Индивидуальное жилищное строительство, что и зарегистрируют на регистрационной палате. Ценуша тоже, как жилой дом, Эльду зарегистрируют. Но на втором этаже, массально гуштуки, под коммерческие объекты. И нарушению из жилого в нежилое цена и разрешение сояхкан на строительство администрации согласовать.
Многих хозяев сомнительных построек просто не оказывается дома, и они не отвечают на звонок. Однако в администрации уверяют, этим люди наоборот усугубляют свою ситуацию. Однако нередки и такие случаи, как у Билала Чурчаева. Его коммерческую деятельность представили тоже как незаконную, однако на деле выясняется, документы все в порядке. Вопрос поднимался и в Ессентуках, там определение назначили дополнительную экспертизу, соответствует ли объект генеральному проекту. Была комиссия, вызвана сюда, приехали комиссия, обследовали, проанализировали и пришли к выводу, что строительство соответствует генеральному проекту. Работа по выявлению незаконных построек будет проводиться до последнего объекта, отмечают специалисты. Для этого подключены все необходимые силы. Более 80 объектами проведена работа по выявлению правоустанавливающих документов и технической документации, и они соответствуют нормам земельного законодательства. С остальными коммерческими объектами ведется проверка. Закону Бог, айду Бог, незаконную баха, вэр хак дайотюк, разобрать тирю, гуд, хирду, чувала, чувалу, сюдела, инзардин далдутка, инзаш Бог дирдукой. Многие владельцы незаконных коммерческих построек и сами не в курсе своих нарушений. В Курчалоевском районе вычислено свыше 170 точек, 24 коммерческих. Работа с выездами на места проводится целый день. Глава республики с Элладу рабочий меткшиеч на Хангодье, на Острове, но таран факту без соответствующего оформления документов на землю, арбов, бинцерца, бобишбов, бешбу, снос, ясен, зашаги, еще процедуру на землю, чакая, кашадари, бобиш, латтана, соответственно, гасные коммерческие объекты, кита коммерческие объекты, да, что рата перевод деши бохцаба, снос крюхович и бобу там района объектом беш. Цех по производству мебели расположенный на 23 земельных участках, но без соответствующих документов для ведения коммерческой деятельности. Весь участок оформлен под индивидуальное жилищное строительство. В ходе проверок хозяина на месте не оказалось. Разбираться в ситуации приходится по телефону. Что коммерческие объекты на Кирчадат, на земельный участок Кирчадат, объекты незаконно возведенный он. Оха понедельник, я документ что он оформлен дайолурю. Или мы заявление в суд подадим, нам надо будет изъять эти земельные участки, а объект подлежит снесению по решению суда. И снова стандартная ситуация. В этом помещении уже около года производится кухонная мебель. Работа идет даже сейчас. Хасан Башаев говорит, документы есть, но опять же не на коммерческую деятельность. Значит, этот объект, который здесь возведен, он возведен незаконно, он не согласован с администрацией. У вас нет разрешения на строительство этого коммерческого объекта. И земля под ним принадлежит Чеченской Республике, находится в ведении Министерства имущественных земельных отношений Чеченской Республики. Что вам необходимо в кратчайший срок обратиться в администрацию района и начать оформление документов на данный земельный участок и на коммерческие способы. Оформление, что ешь мы, да, ты даешь, оформить, да, ты. До пятницы, он жопло, он дальше пятницу, сахарк. До пятницы, да, а снять жопло, а скиешь нексон, аж дождь, сахар, да, хазар есть, киешь, да, дупой. Разобраться в ситуации и привести документы в порядок Хасан обещает уже на этой неделе. Вот, сакия жёдо, что хазар есть, жёдо, это что он наброс, свигаду, это да. Эта земля выделена для строительства индивидуального жилого дома. Человек самовольно построил коммерческий объект. С ним проведена разъяснительная работа. Хозяин этого объекта согласился оформить его как следует в ближайшем виде. Он оформлен как ИЖС, построен коммерческий объект. Как он оформил, обратиться в администрацию, перевод земли сделал из жилого в нежилое. Но ли он не знал, или он не хотел, так как когда земля оформляется коммерческой, там и налоги другие, поэтому люди стараются оформить участок, выделенный на под ИЖС участке, построить и сколько возможно поработать на коммерческом объекте. Общее количество незаконных построек по Гудермесскому району составило 381. Из них в Гудермесе 177. Для решения этого вопроса создали оперативный штаб. 20 человек уже оформили документы, а свыше 200 актов составляются. В силу того, что на протяжении
многих лет после войны. Это получилась хаосная ситуация, когда жители, пользуясь данным хаосом, захватывали участки и возводили там либо жилые дома, либо объекты без согласования с законной властью. В 2012 году было вынесено постановление правительства номер 92, по которому глава республики дал жесткое указание, значит, все, что было возведено до этого срока, значит, оформить документы, эта работа была произведена. А все, что после этого срока, после мая 2012 года, те объекты, которые возведены, они возведены незаконно, то есть без согласования. Сегодня же в Гудермесе прошел большой субботник. На уборку улицы Паскаева вышла и глава администрации района Вахид Усмаев. Работы со спецтехникой здесь идут еще с пятницы. А уже с 6-го дня начались уборка мусора и побелка деревьев. ويقعد كويس نتوعل الموسى تاعي خير نو واخيز نفانتك شيش نش يوت شو ميا يتسلون إن دال ملا هرمت كدانا ميتشا واخي دانا ميتشا دا لامزنا دعوة تامة كده شو قد لي رجع ليش ده لامزنا دعوة تامة كده أتو تاني دان إتنيك تي أردولا دوت بروس أو جمسير باخر قواش كدان ما سيرت أرقام دات دان بري جيبات دان زا أدلنا زا أدني تيجي دان ناخبو موسى شويش بردان سارك دي غداز ما قيس هذا ويبوصل بعد دان ويباتش وغالا دان قاعي نيرها ويموح قاعي وغيزر. После очистки это место будет служить зоной отдыха горожан. Подобные работы пройдут и в других частях Гудермеса. Хамзат Аюбов, Магомед Мударов, Асугар Цухаев, Зелим Закаев. Новости. В офисе Департамента по связям с религиозными и общественными организациями сегодня представили нового руководителя. Им стал Рустам Абазов. Напомню, ранее он занимал должность помощника главы региона. Работникам департамента его представил первый заместитель руководителя администрации и главы правительства Абдулкахир Израилов. Он пожелал ему удачи, силы и терпения на новом посту. سوتيح يقعد ونيت دوي قاح يقعد دون بين بول ألسن بول بلع ببيش بقدون ألسن بول بو تقى تحن منوتنا تحن صحتنا دون مل أردات دون ونيس قوش وش بار من قاح يقعد دون ديل شيء دون ويخلقنا محكنا دون. Новые руководители Шелковского и Веденского районов приступили к исполнению должностных обязанностей. Шамиль Магомаев и Нурди Ахиядов провели инспекции на новом рабочем месте. Исполняющие обязанности глав администрации муниципалитетов побывали на социально важных объектах районов. Алхазур Керимов продолжит. Свой первый рабочий день на новой должности Шамиль Магомаев начинает с знакомства с руководителями районных ведомств и главами сел. Далее инспекция по райцентру. Один из объектов, который посетил новый руководитель муниципалитета – ремонтные работы на местной артезианской скважине, начатые еще 2 месяца назад. В последнее время вода, которой снабжает одна из водозаборной башни, стала мутной. Несколько социальных объектов стали испытывать в связи с этим проблемы. В том числе и местная больница. Шамиль Магомаев интересуется ходом работ. Здесь проблемы в чем? Исполняющий обязанности главы района поручил продолжить работу по очистке скважины. Если меры будут безрезультатны, придется бурить новую, говорит он. Чтобы не оставлять медучреждение без воды, на время ремонта ее провели из другой емкости. Шамиль Магомаев здесь же проверил условия в больнице, приемное отделение и палаты для стационарного лечения. А что еще? Мой мокша. Ой, это ей, أنا مو ليرش ما حجرتي سمو يرتي ملغ ما عدلرتي ما ديكدوي ما ديكدوي الحمد لله. Общеизвестно, Шелковской район самый многонациональный, а основа экономики здесь сельское хозяйство. Так что его развитие – приоритетная задача нового руководства. На сегодняшний день
ده هايشين زو بازر قوي تاخدوش دو مصو كيبر يوقش ميلدل هما دو قوي قوست عدال مغلعه بابيش قوي غردو هو دينا باي دولش الحل ادمي نسقوش بارمي بلتي نيقتي بيزربوتي صايق حوصل دو قوي малый и средний бизнес и полностью бахчеводство царь-тан, харбуз киерти, нерш киерти, помидор киерти, капуст киерти, морковь киерти, остиадал мала царь хауса хауша, تيوش سيزون إخكي نكية شنبنا أستعبوا بيربوي دال مولا أتصنع ميلا زينتي سوون نيوشلكوس كرونا دقدم دوغي سون. Он один из тех, кто в самое тяжелое для республики время последовал за первым президентом Чечни Ахматом Хаджи Кадыровым. Для Шамиля Магомаева этот район совсем не новый. Он уже работал здесь, правда, в районной полиции, до того, как был переведен, в то время еще в один из самых сложных районов республики – Веденский. Десятки ликвидаций лидеров банд подполья, сотни амнистированных. За все это время Шамиль показал себя достойным членом команды Кадырова. И шейтан ша массу zaman وين مخاءر وين مخكن ظلم يدريش تاق إيش قيت شوية تعديش نخش ما تقيت قيت شوية ويلر وغير نيش امنستير وتويش تسوالوش ناقص تغيرش داخل قاع قطر شاليل ورق تصدق ما غيت شا غور واتي على دوحل والشولشنا المغلا أتصن تعب Цун лечение Карина. От нахац больше болгана, вайпачо основное внимание санты в первую очередь все для безопасности населения. Ерегиол шел подразделение Шпатино Тетина около 1300 сотрудников. أتيارتيني تجاه يبلغ دعبولين. خلخن على تعنتجه خيرش زعما تعني زمن ينا يعتق مدرديش. عندها وأربع بولش بولنيقة عندها حلقة والجديل دعوة خلق أم كل حار دق أربع نقبرة تعني زمن تعمين وقت سيكون تسمني نيتسخ الله عندها شونا عندها شتان أربع بولش بولنيقة وعندها دوش الخبري لا دوان والش والتق تقلك تعني سمني خير واتر خير خليلا داتر عندها شونا سوي دوغ دوش در قون خلع دوش در. В последние годы Веденский район изменился до неузнаваемости. Свыше 500 социальных объектов, более 100 километров асфальтированной дороги. И все это за коротко сжатые сроки. Муниципалитет стал одним из самых привлекательных для инвесторов и туриндустрии. 388 километров газификации. Массу ерчу газигна. 475 километров лепер, такое свет, освещение, ющигна. Водопровод где-то 78 километров. Новый халхилдол хиште новый хишдалина. Новый скважин что их надо дقيقة تعيت أيدي لنا. إبوخ دا بقرب بوليشي سين قاتشو يأيويتي حال أتصله أدمن حش قوش تلاقى حاجة. تمني مينه غيل بوخش بولناخ ويويت بويش أتصنعنا. 372 цединец чуапачо фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова лично царь тех контролиаша отцул нахан отчу аюг нахан дейтинтино что помимо этого антиацеолия مخكتاح ديجر تتوز نعيش تعطى ديجر ديشني بيدنا ديجر درغح ديجر بمخكنان ايمان شابت كنترول يوتي اشتغل دولشتل هم الناس سيخ شيغر شي بلغ حابا كوتي او تيغا سمويش سان سيخ تيغا او ما دويتش شتان ليش ديني حدين اشت متكيش شورتا. На новом рабочем месте и новые задачи развития агропромышленного комплекса, создания рабочих мест, улучшения социальной сферы. Шамиль Магомаев уже намечает ближайшие планы развития района, наперед занимая свой рабочий календарь. По пути в один из самых живописных уголков республики, по совместительству новое место работы. Новый исполняющий обязанности главы администрации Веденского района Нурди Ахьядов делится своими планами. نيخش دولوق إنسان أسوالينك نيخش دولوق نيخش دودرشت إدانيستر توريزم هو دينا إيه развивать я думаю Веденский район на казмегерчога ца пайда бирборш пайдена хирилш меткивар.
Назначение руководителя муниципалитета состоялось только вчера, а граждане уже спешат в местную администрацию со своими вопросами и пожеланиями. Все они уверены, Нурди Ахьядов сможет решить все озвученные главой региона задачи. В настоящее время Веденский район находится в числе лучших по многим показателям, включая туризм, экономику и социальную сферу. Все достижения муниципалитета – результат долгой и кропотливой работы, которая в свою очередь продолжается и по сей день. Местные жители питают надежду на то, что с новым руководителем района положительная динамика развития будет только расти. Алхазур Керимов, Мансур Саев, Ислам Расуев. Новости. Власти республики продолжают бороться с аптечной наркоманией. Колоссальная работа уже проделана, ситуация в регионе изменилась коренным образом. В аптеках республики найти психотропные препараты без рецепта практически невозможно. Луиза Хатуева продолжит. Деформирование органов, нарушение нервной системы и жизнь, идущая под откос. Наркотики разрушают не только психическое, но и физическое здоровье. В поисках удовольствий наркозависимые находят лишь смерть. Страдают в общем все органы и системы человека, но основной вред идет на психическое здоровье людей. Это, например, это психозы, это возникновение галлюцинаций, это отрешение от этого мира. Это эмоциональные нагрузки на человека, депрессии, различного вида депрессии, в связи с которыми человек может прийти и в том числе к самоубийству. В регионе уже давно ведут активную борьбу с этой угрозой для всего человечества. За последние годы достигнуты положительные результаты. Ликвидированы все пути распространения и реализации сильнодействующих наркотических веществ. Силами правоохранительных органов Чеченской Республики с 2000 года по сегодняшний день прекратили свое существование в пределах 120 организованных преступных групп. Это все, что нам досталось в наследство. Выявлено более 200 групповых преступлений. По этим групповым преступлениям привлечены к ответственности более 500 человек, которые отбывают длительные сроки лишения свободы. Это категория людей, которые практически сами не курят, сами не пьют, но умышленно и осознанно уничтожают наше подрастающее поколение. Потребление наркотических средств опийные группы сократилось более чем на 80%. Ежегодно у нас проводится оперативно-профилактическая операция в масштабе Российской Федерации, это МАК-2014, МАК-2015 и так далее. Вот смотрите, если на сегодняшний день, даже не на сегодняшний, я боюсь даже немножко ошибиться, на конец августа этого года на территории республики разминировано свыше 11 тысяч квадратов земельных угодий, да? Это после военных кампаний. Если в 2014 году нами общими усилиями всех участников антинаркотической программы уничтожено 1029 тонн дикорастущих произрастающих растений, да? В 2015 году тоже в рамках операции МАК уничтожено 942 тонны. И в этом году, буквально вот в конце у нас закончилась сентября, очередная вот эта операция уничтожена в пределах 70 тонн дикорастущей конопли. Однако из-за отсутствия доступа к сильнодействующим веществам в регионе распространилась аптечная наркомания. Психотропные медицинские препараты не опускаются без рецепта врача. Фармацевт, нарушивший правила, будет привлечен к административной ответственности. Они все строго отпускаются по рецептам, своей формы там особые. Ну, иногда приходят, да, просят эти препараты без рецепта, такое тоже бывает. Но мы им объясняем, что эти препараты только по рецепту врача, только по назначению отпускаются. Теперь, чтобы получить необходимую дозу отравы, наркозависимые стали искать их за пределами республики. Как, например, эти молодые люди. Они были задержаны в Пятигорске. Некоторые из них приобретали препараты для продажи. Наркоман Встать на тропу наркозависимых легко. Каждый считает, что сможет взять над собой контроль. Тогда начинается игра в русскую рулетку. На чаше весов собственная жизнь. Употребление наркотиков приводит к непоправимым последствиям. Они запрещены не только на законодательном уровне, но и религией. حرام دنا بيلقال داخل دو يخادم باشون دالشي دوزة تعطوه وتمل روه أدم داخل تلقدوه أدمي تحي تلقيوه أدمي قاعد الدين تلقدوه دو دوه أدمي دهني هلك دوه أتون دوش دو زين ش دقي خلرنا دال حرام دين ده كنا باه بويزة كوارت بهاشلهما
настоящее время на учете в республиканском наркологическом диспансере стоят больше 2000 наркозависимых. Большинство из них – молодые люди. Они могут вернуться к нормальной жизни, но для этого нужно пройти большой путь реабилитации. Счастливая жизнь или больное существование. Человек сам решает свою судьбу. Луиза Хатуева, Муслим Типаев. Новости. В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Грозном состоялась благотворительная акция Департамента госслужбы и кадров МВД России. Для сотрудников полиции и семей погибших при исполнении служебных обязанностей организовали праздничный концерт. На мероприятии присутствовали и официальные лица, в числе которых начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин. Глава МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов поприветствовал участников акции и напомнил, что личный состав министерства надежно стоит на страже общественного порядка и безопасности граждан, выполняя самые ответственные задачи. Мы всегда будем помнить, что у истоков создания нашего министерства стоял первый президент Чеченской Республики, герой Российской Федерации Ахматов Абдулхамидович Кадыров, отдавший жизнь за мир и счастливое будущее своего народа. В настоящее время уделяет пристальное внимание деятельности органов внутренних дел, оказывает всестороннюю помощь сотрудникам и семьям наших погибших товарищей, глава Чеченской Республики, герой Российской Федерации Рамзан Ахматович Кадыров. Здесь же приказом министра МВД России 15 отличившихся сотрудников правопорядка были награждены ведомственными медалями за доблесть в службе и за боевое содружество, а также почетными грамотами и благодарственными письмами министра внутренних дел Российской Федерации. Кроме этого, 20 членов семей погибших сотрудников и 10 инвалидов военной травмы получили ценные подарки. Криминалисты органов Следственного комитета России отметили 62-ю годовщину создания службы. Но профессиональный праздник чеченских криминалистов-следователей прошел не как положено за праздничным столом, а на месте происшествий. И наш корреспондент в очередной раз разбиралась в криминальной истории. Слово Луизе Андиевой. Признавшийся в организации убийства знакомой женщины, совершенного в апреле этого года, задержанный Лейчин Найбаров стал вдруг отказываться от своих признательных показаний. Уголовное дело было направлено в Следственный комитет республики. За него взялись криминалисты. С помощью так называемого детектора лжи, или по-другому полиграфа, стали ясны все подробности преступления. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства, в Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике был доставлен по подозрению в совершении преступления гражданин Найбаров. В ходе предтестовой беседы свою причастность к убийству отрицал. На вопросы отвечал охотно, никаких противодействий выявлено не было. По окончанию психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа СПФ и Диана-4 были получены результаты, свидетельствующие о том, что гражданин Найбаров причастен к убийству, а именно является организатором данного преступления. Судебную психофизиологическую экспертизу назначают при наличии неустранимых противоречий между показаниями. Она проводится в рамках гражданских, уголовных и административных дел. Перед прохождением тестирования на полиграфе к телу человека проводят датчики в тех местах, где легче всего уловить изменения ритма дыхания, давления, уровень электрического сопротивления кожи, усиление мышечного тремора. Достоверность полученной информации составляет до 100%, говорят криминалисты. Отдел криминалистики Следственного управления Следственного комитета по Чеченской Республике состоит из 18 человек. Сотрудники, которые непосредственно помогают нашим следователям, нашего Следственного управления при расследовании таких преступлений, которые вызывают общественный резонанс, имеют повышенную сложность и, соответственно, необходимы, по которым криминалистические познания. Основной упор криминалисты делают на практическую работу под конкретным уголовным делом. На них возлагается большая ответственность в раскрытии тяжких преступлений и преступлений прошлых лет. Даже свой праздник следователи встречают на местах происшествий и на своих рабочих местах. Луиза Андиева, Мальбек Хаджиев. Новости. Трое жителей из республики получили возможность пройти иногороднее лечение. За неимением финансовых возможностей 10-летняя девочка и 2 женщины обратились за помощью в региональный общественный фонд Кадырова, который взял на себя все необходимые затраты на лечение. Теперь бороться с тяжелым недугом им будут помогать врачи из Москвы и Саратова. Хавайдиева продолжит. 62-летней Забуре Муртазовой в 2014 году поставили страшный диагноз – рак левой молочной железы. В прошлом году женщина перенесла сложную операцию, и, казалось бы, все самое страшное позади. Но болезнь начала прогрессировать. Выехать на иногороднее лечение женщина не могла из-за трудного финансового положения. На помощь, как и сотням тысяч нуждающимся, пришел региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Уже скоро Забура сможет выехать на лечение в Москву.
Москву, где ей будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Второе, каждые 3 месяца обследование шешль. Фонд ацар, интиса хойл хардацар, иштинут яшлаттердар, дел резхил, айманина, рамзана дал, годойл, цардеш толт гулксдах. Он делал доход есть куда обратиться, дел резхил. Возможность пройти иногороднее лечение получили еще 2 жительницы республики. 10-летняя дочь Майсати Исаевой уже 4-й год страдает мышечной атрофией рук и ног. Благодаря фонду Кадырова девочка со своей матерью уже сегодня отправится на лечение в Москву. Помощь от фонда получила и жительница села Старые Таги Галина Мусаева. На протяжении нескольких лет женщина страдает гонартрозом 4-й степени, болезнью, при которой разрушается хрящевая ткань и деформируются суставы. Обратиться в фонде, что заявление, рассмотреть на да, маршал, единственное, от кого я могла получить помощь, так это здесь. Дейрейсхил, Аймани, Рамзани, Дейрейсхил. Хорошо, что есть такой фонд, в который можно прийти как к себе домой. И обратишься, будешь знать, что тебе не откажут. Ежедневно десятки тысяч людей, потеряв надежду, приходят именно сюда. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова не оставляет без внимания того, кто действительно нуждается в помощи. Благодаря поддержке фонда у этих семей появилась надежда на выздоровление. Хава Адиева, Булат Баканаев и Луиза Юнусова. Новости. Таковы были новости к этому часу. Всего доброго. До встречи.